Михаила Шиханова, да? Международным Шарашовым, Камарского района, как раз должны случай стать. До сих пор авторство колеблет, кто что-то написал. Хотел уточнить прямо представителя. А я напомню свой вариант. Подожди, я был вариант. Есть несколько вариантов есть. А я свой вариант, который привел. Шиханов шел по Шарашова штанами шумными шурша. Он так хотел жениться снова, но не хватало шалаша. А ваш вариант какой? Значит, вы, Санович, вспоминает, как были дни литературы и искусства в Кабанском районе, и мы, выступив в Инхалуке и в Сухой, это мои родные места, проезжали мимо моей деревни. С нами был Михаил Шиханов. До этого, за год или два, я привозил его в свою деревню, и он написал стихотворение «Танцы Шарашова». Там были такие строчки. Ну, мы пришли с ним на танцы, тогда были еще не женатые. Там собрались девчата, 5-6 человек, доярки местной фермы. Все симпатичные, в общем-то, такие крепенькие. И Миша был растроган, написал стихотворение, там были такие строчки. «Танцуют девочки толково, шелками шумными шурша. А их на ферме ждут коровы, и ночь в июле хороша, и красота необыкновенная, потому что деревня на берегу Байкала. Но эти девчата, наверное, будут счастья здесь не найдут, потому что нет ребят. Мы с Мишей Шихановым были единственные парни, которые могли их пригласить на танцы. Когда Миша опубликовал это стихотворение в газете «Молодежь Бурятии», где мы тогда работали, мы собрались несколько человек и коллективно сочинили стихотворение, пародию. То, что приводит Боярин Садович, это вариант последних двух строчек мой. Он более так, я там грубости убрал. Шиханов шел по Шарашову штанами шумными шурша. Он также хотел жениться снова, но не хватало шалаша. На самом деле, вначале это звучало так. Я прошу прощения у девушек, женщин. Шиханов шел по Шарашова штанами шумными шурша. И было много шалашова, но не хватало шалаша. Теперь я, спасибо, Андрей Григорьевич, теперь я хотел бы предоставить слово. Вот дело в том, что вот книга, которая вышла, да, она имеет еще и художественное оформление. Ну, и художественное оформление принадлежит Александре Дугановой, моей сестре, вот она перед вами. Шура, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое всем выступавшим, потому что мне осталось только добавить, оформление книги, художественное оформление книги, она задача такая сама по себе отдельная всегда, но иллюстрирование книги это такое искусство, которое требует очень корректного понимания текста, потом своего места, как художник-оформитель книги любой. Но здесь мне было очень легко работать вот в этот раз, потому что, во-первых, это родной брат, которого ты знаешь, и как бы у нас было полное понимание ситуации. Вот. И как бы Людмила Служебойна очень правильно сказала, что действительно скомпоновано было, в общем-то, достаточно ясное изложение текста, что мне осталось только, в общем-то, добавить эти акценты в виде заставок к каждому месяцу. Это было очень легко сделать. Я выбрала такие фотографии свои же, которые, мне казалось, должны как отражать содержание каждого месяца, его дух, атмосферу, и должны быть еще при этом не навязчивы, потому что в этом искусство иллюстрирования, чтобы текст все-таки не главенствовал перед иллюстрациями. Тем более такая вот, с одной стороны, дневниковый формат, который, конечно, уже перерос больше нечто, как здесь было сказано. Поэтому и работа была легкая в том смысле, что я хочу поблагодарить весь коллектив «Новопред», потому что как-то было приятно, легко работать, было везде понимание, все очень четко организовано на самом деле, что тоже отражается настроение создателей. Я тем более очень чувствительна к каким-то техническим моментам. И, в общем-то, собственно говоря, моя скромная роль была
еще ну, сказать, какие иллюстрации стоит публиковать, какие рисунки Бориса Ивановича, какие, может быть, не стоило. Это тоже было очень легко сделать, потому что мне большинство работ нравилось, и они вот как-то так органично, мне кажется, смотрелись к тексту, рисунки самого автора. А мое, собственно, обложка, ну, это такая интересная вещь, потому что обложка должна привлекать. Сейчас же мы живем в информационное время, когда, значит, каждый должен себе... Книжка, она не просто своей, значит, авторская. Она должна еще полиграфически как-то заинтриговать зрителя. Но дело в том, что тоже вот эта яркость была бы неуместна, поэтому я выбрала фотографию Акинских мест. Родина нашего отца, потому что книга посвящена родителям. Вот. Мангалжон, да. Вот это место, Мангалжон, это наша фотография, моя фотография, вот, она сделана именно в этом месте, которое олицетворяет вот эту духовность автора, да, вот, потому что он патриот Аки, и вот, ну, и потом мне показалось, что она такая вот тематически, значит, это вот наша бурятская природа, небо, которое является нашим, сказать, ну, буряты, небо изначально, Долготизм, например, да, горы, и степь, и горы, степь, и, собственно говоря, ну, такой эстетический взгляд на оформление. Такой скромный достаточно должен был быть. И мне кажется, что она как-то вот, ну, смотрится органично, оформление. Спасибо большое всем выступавшим, потому что я все-таки тоже родная сестра, и мне приятно слышать это было, и я хочу поздравить братьев тоже. Мать старалась. Спасибо. Шура, когда была в 1982 году студенткой Рыбинского института или Академии художеств, и там я встречался в общежитии, и там и забавную встречу, все-таки это в таком большом городе, да, казалось, Булан это не замечаешь, в таком большом городе, как Ленинград, да, вот это маленькая художница, студентка, мне казалось, она такой родной, очень даже близкий и родной, как никогда до этого прежде не казалось. Вот. Ну, я еще хотел сказать, здесь присутствует моя мама, Евгения Дармаевна Дугарова. Вот. И теперь я с удовольствием хотел предоставить слово одной прекрасной даме по имени Марина Инкеева. Она преподаватель колледжа искусств имени Тараса Ильича Чайковского. Пожалуйста, Марина Михайловна.